Сегодня у нас тема возобновления процессов задержания, арестов, активистов, которые участвовали в акциях протеста, общественных деятелей, в том числе и приводы в следственные органы по так называемым профилактическим беседам. Сейчас сложилась такая ситуация, что с судебным процессом, который начался по лидерам протеста. Вот нам сейчас очень важно понять именно с юридической и с правовой точки зрения, что происходит, и с политической точки зрения, почему это происходит. Соответственно, получается, вот мы для обсуждения этого вопроса вместе с Борисом пришли к тому, что нам было бы полезно и зрителям, и нам знать это от тех лиц, которые напрямую связаны с этими процессами, которые постоянно на контроле держат эти вопросы, в том числе вот как Магомед Мутшольгов, как правозащитник, Магомед Беков, как юрист-адвокат, который занят в этом процессе. Давайте начнем с того, что определимся с терминами и ситуацией, как она есть на самом деле. Во-первых, мы не говорим о справедливости и правосудии. Мы все понимаем, что это дело лежит не в области права. Объясню почему. Мне часто говорят, не говори, что это незаконно. Я утверждаю, что все действия происходящие не имеют отношения к закону. Другое дело, они узаконены. И согласитесь, это не одно и то же. Почему они незаконные? Для чего делается следствие? Следствие проводится для того, чтобы установить вину того или иного человека, подозреваемого в преступлении. В данном ситуации у спецслужб и силовых структур достаточно видеозаписи, оснований. Они все знают, что эти люди не совершали ни административного, ни уголовного правонарушения. Не было состава преступления в их действиях. Есть там 1-2 человека, которые оказали сопротивление, я бы сказал, защищались во время нападения на людей, которые находятся не на митинге, они находились на автопарковке Ингушского национального телевидения. Это очень важные вещи для того, чтобы понимать правовую сторону. Более того, Россия является частью европейского международного правового поля, и международные права, международные законы говорят, что нельзя нападать на людей, даже если они несанкционированно находятся на митинге. Это был не митинг, люди не представляли опасности и на них напали. Вот давайте оставим ту точку, что это какой-то законный или какое-то имеет правовое основание. Нет. На мой взгляд, эти действия имеют чисто политический характер. Я бы сказал больше того. Происходящими репрессиями ингушский народ, народный протест хотят проучить обидевшиеся военные генералы, да, которые оскорбились тем, что они не смогли повлиять на народ и что народ не согласился с их мнением в укор своих законных конституционных интересов. Это две очень важные составляющие происходящих событий. И репрессии, которые были распространены на наших политзаключенных, они похожи на войсковую операцию. Это не оперативно-следственное мероприятие. И я думаю, эти репрессии продолжаются только по единственной причине. Поставленные цели вот этим корпоративным сговором генералов, да, они не достигнуты. В том числе один из больших оплюх считается то, что они не задержали Ахмеда Пагорова. Поэтому исполнители хотят показать, что они не прекратили эти действия, что они продолжают притеснять, но сломить пока ни гражданское общество, ни духовенство, ни в целом народ они не смогли. Поэтому мы будем видеть, подобные репрессии будут продолжаться, пока им не скажут исполнителям сверху, что достаточно. Понятно. Спасибо. Действительно, я один из моментов хотел, чтобы мы действительно прояснили для себя вот эту картину происходящего, чтобы мы просто по формулировкам понимали, о чем речь идет. То есть вот вопрос истоки, откуда все это происходит, как это протекает,
и дальше уже, чтобы мы уже начали какие-то прогнозы строить, что дальше из этого получится. И все-таки, возвращаясь к юридическому аспекту, Магомед, Бека, я бы от тебя тоже хотел бы услышать все-таки вот с точки зрения, с юридической точки зрения, вот непосредственно занимаясь, как взаимодействовать со следствием, с судом, как получается, вот Магомед как бы Мусольгов сформулировал саму формулу происходящего, обозначил, вот в нем есть как бы такие известные и неизвестные, вот по всем этим известным, казалось бы, очевидным вещам. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Я, учитывая, что Магомед вот политическую составляющую он хорошо как бы разъяснил, я постараюсь все-таки разъяснить это именно с правовой точки, да. Начнем вообще с того самого первого случая, когда на площадь нагнали полицейских, росгвардейцев. Что делали люди на тот период времени? Они не совершали никаких активных действий, не совершали ничего. Находились в своем городе, находились на площадке НТРК, да, национального телевидения. Никого не трогали, сидели спокойно, тихо общались. Имеют ли право граждане нашей республики, граждане города или республики, неважно, собраться в одном месте и сидеть тихо? Имеют право. Нам говорят, что это был митинг. Значит, митинг закончился в 6 часов. Хорошо, люди не разошлись, но остались на площади, но никаких активных действий не совершали. Пусть даже они там ночуют. Было подано уведомление и хотели дождаться ответа, да, со стороны правительства. На второй день его должны были дать. Нет никаких активных действий. Имели право. То есть должны быть какие-то конкретные признаки митинга. Обязательно должны быть не просто признаки митинга, должны быть признаки не просто каких-то активных действий, а они должны нарушать общественный порядок, это в первую очередь. То есть сам закон федеральный 54 о митингах, шествиях, собраниях говорит об этом. Практика, которая идет сейчас вообще Верховного суда, сам Верховный суд указывает на то, и многие решения по 20.2 лиц, которых привлекают за пикеты, там, участие в шествиях, митингах, собраниях, они многие отменяются Верховным судом, и даже у Малсага, у Жахова 3 дела прекращены именно Верховным судом Российской Федерации. На том основании одно прекращено нашим Верховным судом Республики Ингушетии и 2 Верховным судом Российской Федерации. Именно по тем основаниям. То есть нахождение на, даже как Магомед сказал, на несанкционированном митинге, если ты не совершаешь каких-то правонарушений и не нарушаешь общественный порядок, это не является нарушением. И теперь переходим именно к полицейским. Да? Что говорит закон о полиции? Что всякого рода провокации недопустимы со стороны полиции. Со стороны полицейских. Они не имеют права по закону о полиции провоцировать граждан на совершение каких-либо активных действий. То, что происходило на площади, это была явная провокация, и причем это была спланированная провокация. Я объясню, почему это была спланированная провокация. Мы знаем, да, в Ингушском поле, в Ингушском сегменте, многие знают это, что дело было возбуждено не 27 марта, а дело было возбуждено уголовное. Чтобы все это понимали, это очень важный момент. 25 марта было возбуждено уголовное дело по статье 212, часть 3, призывы к массовым беспорядкам. Якобы на нескольких аккаунтах неустановленных лиц были размещены публикации, которые призывали к беспорядкам в Ингушетии. То есть, ну это мое личное мнение, я считаю, что эту основу заложили именно оперативные сотрудники. То есть там уже суд этих людей задерживает, суд, вот этот процесс запущен до того, как само событие произошло. Конечно, конечно. Это говорит о том, что провокация спланирована очень профессионально. Потому что, возбудив это уголовное дело, нас хотели подвести именно под ту статью, под которую сейчас подвели лидеров нашего протеста. То есть именно экстремизм.
Понятно, понятно. Спасибо, Магомед. Вот мы, в принципе, вот саму основу, исток мы уже поняли. Дальше, да. Дальше. Вот Борис хотел что-то спросить. Борис. Я хотел просто сформулировать. Вот мы сейчас собрались для того, чтобы как бы прояснить, почему происходят именно вот сейчас новые витки репрессий. Вот Магомед Мусольгов нам сказал, что как бы полиция показывает, или не полиция, там кто-то показывает тем заинтересованным лицам, которые спровоцировали вообще эту всю ситуацию, что они продолжают работать. Но вот почему, это как это происходит? Это как витки какие-то, вот чуть-чуть закрутили, потом подождали, посмотрели, как бы результата нет, общество не сломалось, потом опять начинают дальше закручивать. Или это у них как-то все по-другому спланировано? Почему именно сейчас вот это происходит, новое? Хорошо. Я поясню. Почему я начал с истока. Как раз я хотел подойти к этому вопросу. Вы меня немножко перебили. Значит, это важно понимать, что дело возбуждено по 212 части 3 в отношении неопределенного круга лиц. Потом 27 марта нашим следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по 318 части 1 УК РФ. Тоже в отношении неопределенного круга лиц. И, по-моему, если не ошибаюсь, 28 марта уже это дело было изъято Главным следственным управлением ГСУ. И формировалась следственная группа. Что произошло? Больше 40 человек были задержаны. Многие получили сроки и за отбытым вышли, да, на свободу по 318 части 1. Но всех задерживали по 318 части 2. Выделяли в отдельное производство из основного дела, чтобы было понятно. Основное дело это 212 возбужденное в отношении определенного круга лиц и 318 часть 2. Почему часть 2? Потому что 2 сотрудника получили один тяжкий вред здоровью, другой средней тяжести. Значит, сейчас что происходит? Лидеров протеста выделили в отдельное производство и направили в суд. Но это не значит, что дело прекращено. Основное дело в отношении неопределенного круга лиц. Я именно вот ту сторону хочу разъяснить, что происходит именно в юридической плоскости. Происходит следующее. Есть определенный круг лиц, которые попали на фото и видеокамеры, съемки. Значит, эти лица представляют интерес для правоохранительных органов. По неподтвержденной информации моей, к задержанию на сегодняшний день подлежат порядка, я даже не хочу озвучивать эту цифру, чтобы не помогать органам предварительного следствия, потому что я не знаю, да? О двух, о единицах, о десятках. О десятках идет, о десятках. Речь идет о десятках. Речь идет о десятках лиц, которые должны быть задержаны и привлечены к уголовной ответственности именно за применение насилия в отношении представителей власти в ночь на 27 марта. Значит, завершая, хочу сказать, что в рамках вот этого основного дела у нас получается, если установленные фигуранты, которые попали на видео и фотосъемку, соответственно, происходит их задержание. Возможно, это представляет определенные сложности для следствия, учитывая все-таки наш менталитет, да, учитывая, что необходимо этих людей установить, опросить знакомых, кто эти люди, как, их личности установить, скажем так, да. На фото и видеосъемке это еще не значит, что их личности установлены. И, соответственно, я считаю, что установив личности и установив их точное местонахождение, происходит их задержание. И, возможно, я считаю, что, скорее всего, именно задержание вот этих ребят последних, да, 3 задержания у нас было, я считаю, что все-таки это совпало с судебным процессом, а вот активность по обыскам Погорова, здесь я полностью разделяю мнение Магомеда Мусольгова, что это и активности по поводу обысков
оцепление квартала, где проживает отец и брат Магомеда Мусольгова, да, вот эти войсковые операции, действительно, это методы устрашения, я тоже согласен, разделяю это мнение абсолютно. Нам показывают всему, не только всей республике, а всей стране показывают своего рода такую порку на всеобозрение. Понятно. Спасибо. Нет, давайте так. Тогда все-таки вот, может, тут мне тоже твое мнение интересно, Ольга, по поводу того, почему именно сейчас. В целом, конечно, ты сказал, что да, это мы поняли, что это акция устрашения, вот это все. И все-таки 4 человека именно в ноябре, вот буквально месяц суда, все-таки вот Беков говорит, что это, скорее всего, просто совпадение. Вот, как-то все равно мы все-таки понимаем, что в один месяц всех собрали, и вдруг почему-то решили именно в день, как бы месяц суда. Я не согласен с адвокатом вот в этом конкретном вопросе. Почему, я объясню. Потому что мы все понимаем, что люди, командированные в республику, никого опознать не могут. Опознают всех наши полицейские. Они часть одной государственной системы. И вот эта вот спекуляция тем, что, мол, почему вывели за пределы республики, якобы все в республике друг друга знают, то, что там клановость какая-то, это полная ерунда. Эти люди выполнят тот приказ и выполняют тот приказ, который им поставят руководство в ведомостях. Если это начальник ГУВД, значит начальник ГУВД, если начальник ЦП, значит начальник ЦП и так далее. Мы понимаем, что вот эта вот вертикаль власти, да, у силовиков она особо четко налажена, и там нет никаких. Приказ есть приказ. И очень часто говорят без оглядки на закон. Это очень опасно, но это правда жизни. И то, что установили, они всегда установили, и репрессии не начинаются, они не возобновляются. Мы должны понимать, что эти репрессии происходят все это время безостановочно. И мирное движение народного протеста тоже было не одним днем, не одним митингом. Мирно шло в течение целого года. В течение года пришло много массовых акций, которые со всем административным ресурсом власти провести не удавалось. Значит, очевидно, что это был народный протест, и очевидно, что власть региональная, да, показала свою неэффективность, показала то, что все, что они заявляли, да, являлось простой фикцией, видимостью происходящих экономических или каких-то других политических процессов в регионе. И когда они нарушили, вот перешли красную черту, нарушили конституционные права граждан, касающиеся в том числе и территориальной целостности, и права на референдум. Когда народ возмутился, они решили наказать за то, что вот перед федеральным центром показали неэффективность этой власти и всю глупость докладываемых этих спецдонесений, или как они там называются. Дело в том, что решения принимают вверху, исполняет внизу. И в этой системе нет никаких национальностей, нету никаких тейповых отношений, ничего нет, это неправда. Это просто спекуляция, и перенос суда, он усложняет сам процесс, появление там, скажем так, зрителей, родственников, адвокатов. Это создание еще одной препятствия, да? Это одна из элементов таких вот продолжения репрессий в отношении людей, находящихся в этих условиях. Не более того. Понятно. Поясните кое-что. Значит, возможно, меня неправильно поняли. Речь идет не о людях, которые работают в правоохранительной системе, да, та же Росгвардия или предварительное следствие, или органы предварительного следствия, или оперативные сотрудники, да. Здесь я с Магомедом согласен, да, это часть системы, речь идет не о них, но чтобы полицейский установил лицо, пусть даже ингушский полицейский,
ему необходимо определенный круг лиц опросить. Да? Это могут быть родственники того самого, кто находится на фотографии, да, зафиксирован на фотографии или на видео. Речь идет об этом, что это представляет определенную сложность. Это, в принципе, если брать ингушское общество, да, у нас это больше, допустим, разыскивается лицо где-то в другом регионе, и у него есть масса друзей, которых опрашивают, и которые говорят: нет, мы не знаем этого человека. Хотя полицейский, который опрашивает, да, прекрасно понимает, что они знают этого человека, и у них есть оперативная информация, что они могут предоставить эту информацию и установочные данные. Я имел в виду именно эти сложности. Поэтому, как бы там ни было, мы слишком хорошо думаем о наших правоохранительных органах страны. Поверьте мне, если бы они работали бы, как им нужно работать, все лица, которые зафиксированы на видео и фотосъемке, в течение года уже были бы задержаны и, возможно, и осуждены, и, отбыв свое наказание, освободились бы. А в целом, я же говорю, я разделяю точку зрения, что все, что происходит, это все надумано, все это незаконно. Я поэтому приводил с самого начала пример, что провокация Росгвардии недопустима. Этим одним перечеркиваются все действия, которые они совершили. Даже если они спровоцировали кого-то на совершение какого-то преступления, то этот человек по закону может быть даже оправдан, потому что имела место провокация. И я говорю о правовом государстве. У нас, к сожалению, имитация. Я хотел бы особо подчеркнуть, чтобы мы поняли одну простую вещь, что никакого расследования нету, люди выполняют поставленную задачу, и поэтому придумывают разные термины. Нету никакого расследования, никто не хочет найти виноватых. Все знают, что те, кто задержан, что они не виноваты. В 95% случаев, за исключением, кто действительно там кинул стул там или кирпич, это 1-2 случая. Остальные люди не имеют к обвинениям и к происходящим терминологии в судебном процессе никакого отношения. Просто поставлена задача, и ее выполняют так, как умеют. Да, я хотел, знаете, что спросить? Ну, в основном мой вопрос, конечно, будет к Магомеду Бекову адресован. Вот этот пресловутый политический мотив или политическая вражда. Я думаю, что не только одному мне непонятен этот термин, но и другим нашим людям, зрителям. И вот хотелось бы как-то прояснить по поводу вот этой политической вражды, что это вообще такое. Ну, просто насколько я в моем представлении, политическая вражда – это не что-то уголовно наказуемое, это никак не может быть каким-то отягчающим мотивом. Я думаю, что политическую вражду испытывают друг к другу, там, ну, допустим, там, Жириновский и Зюганов, или Путин и Грудинин, или Трамп с Байденом, там, я не знаю, ну, в общем, масса примеров, кто может испытывать политическую вражду, и это не уголовно наказуемое деяние. И даже если допустить, что эти люди не какие-то политики, ну вот, допустим, если взять меня конкретно, глядя на работу наших чиновников, самых разных, я тоже испытываю к ним политическую вражду, и к главам, и к министрам, и к мэрам, и пэрам, и сэрам, и к кому угодно. То есть, Мы понимаем, о чем ты говоришь. Да, и можно, наверное, вот для меня эта политическая вражда, это наоборот, как смягчающее обстоятельство, типа состояния аффекта. Вот что-то такое. А что именно власти, вот органы, суд закладывают в это понятие, я до сих пор не понимаю. Что это такое? Объясни нам. Объясню. По поводу политической вражды. Ну, Борис считает, что это смягчающее вину обстоятельства. Вообще, сам признак политическая вражда, он надуманный. Он вызван только тем, чтобы усложнить
то обвинение, которое предъявлено. Если вы обратили внимание, когда осуждали участников событий 27 марта, многим прокурор просил вменить именно признак политическая вражда, что они разделяли как бы политическую вражду с лидерами протеста и так далее, чтобы увязать все это в одно целое. Да? У многих этот признак был отменен, по крайней мере, те, кто обжаловал. Значит, здесь речь идет просто о том, чтобы утяжелить ситуацию, утяжелить обвинение. Только с этим и связано вменение вот этого надуманного признака политическая вражда. Я согласен, любые политики, мы наблюдаем это каждый день по федеральным каналам, как они испытывают политическую вражду друг к другу. И почему-то их не привлекают к уголовной ответственности никого из-за этой политической вражды. По сути, это и есть вражда. Да, можно сказать, политический оппонент, там, как угодно назвать. Но термин политическая вражда, я думаю, апробирован именно на нашем ингушском деле. И, возможно, если будет обвинительный приговор, апробированный вот этот термин и вот этот признак. Вот эта практика может распространиться и в другие регионы России. На ингушском деле может распространиться на всю страну, потому что мы наблюдаем, как Магомед сказал, что переписывают все и вся. Я это назвал одним словом, я не стал так много говорить, что это имитация. Все, что происходит, это имитация. Предварительное следствие – это не просто установление вины, как Магомед сказал, это установление истины в первую очередь, так говорит закон, что следствие проводится с целью установления истины всех обстоятельств, как и тех, которые могут установить обстоятельства вины, да, так и обстоятельства невиновности лица. Но мы видим, что это работает только в одном направлении. Следователь, чтобы было понятно, он не является обвинителем. Закон не назвал его обвинителем. Он его не назвал государственным обвинителем на стадии предварительного следствия. Он его назвал следователем. От слова «следовать» в букве закона, от слова «следовать» к истине, да, вот он должен установить истину. А мы видим совершенно обратное. Никто не собирался ее устанавливать. Если бы, по крайней мере, в ходе предварительного следствия была установлена истина, наши ингушские полицейские, которые предотвратили большое кровопролитие, не были бы привлечены к уголовной ответственности, этих людей бы наградили бы, и, я думаю, и повысили бы в звании. Я говорю это совершенно искренне и совершенно веря в то, что если бы у нас было бы правовое государство, каким оно должно быть, то этих ребят не привлекли бы сегодня к уголовной ответственности. И к уголовной ответственности были бы привлечены провокаторы, которые именно спровоцировали эти столкновения. Это, соответственно, большие звезды и генералы, которые стояли за теми молодыми ребятами, которые были прикомандированы, которые даже по видеосъемке, видно, не имели никакого желания даже применять какое-либо особо насилие в отношении простого гражданского населения. Этих ребят просто пустили вперед, как у нас называют, пушечное мясо, да, вот такое. Давай вперед. Расходный материал. Конечно, расходный материал, давайте, ребята, вот вы будете тем же расходным материалом. А по сути должны привлекать тех лиц, которые спровоцировали все это. Эти люди, арестованные сами или их родственники до арестов, преследовали ли их, привлекали ли их по каким-то вопросам на беседу, может быть, еще что-то. И дальше, допустим, вот раз уже их задержали, и вот мы видим такую картину, что даже один из них вообще не был там, ну, не находился он там даже на площади, условно говоря. Как им быть, что им делать, этим людям, какие их действия должны быть в защите своих прав? Я не могу ничего сказать, потому что мы делаем все возможное, я имею в виду простые граждане, мы выражаем протест, мы нанимаем адвокатов, мы надеемся на правосудие, но мы же видим, что нету никакой состязательности, никому не нужны твои доказательства, нету реального процесса. Просто, я говорю, здесь выполняется
задача, и каким бы абсурдным не было обвинение, или какими абсурдными не было действия или мотивация, это никем не учитывается, ни следствием, ни прокурором, ни судьями. И здесь очень тяжело что-то сказать. Понятно, Ну, что вот сидят понятно. Вот я имею в виду, активные... вот понятно, что юридически мы, такая коллизия находится, да, вот нам с этим юридическим вопросом по закону не к кому обращаться. Но есть же надуровень, который от государства оторван, это правовая защита, это другие уже структуры, организации, больше общественные, в том числе и мировые структуры. К сожалению, мы видим, что международные институты сегодня российской властью не воспринимают, не имеют прямого действия. Несмотря на то, что Россия ратифицировала все эти соглашения, и что международное право всегда стояло превыше национального права, государственного. К сожалению, мы видим, что очень легко меняют Конституцию. Сегодня нам хотят сказать, что закон – это я. Вот нас хотят разделить на холопов и бояр. И мы это слышали от федерального инспектора, мы слышали от генералов. И вот это вот преследование, демонстрация в отношении родственников Погорова, она показывает очень четко, что такой же офицер, полковник Российского министерства внутренних дел, за то, что стал со своим народом, а не корпоративную солидарность проявил, несправедливую, незаконную, да, а стал, как положен закон, что они решили его наказать. И поэтому они будут и 10, и 20 раз преследовать не только его, но и его родственников. К сожалению, я не могу сказать, что есть этому противодействие какое-то или противоядие. Хорошая демонстрация того, что главный носитель по Конституции народ ничего не определяет, посмотрите на Хабаровск. Люди более 4 месяцев выходят на акции протеста. Конституция говорит, что именно народ является главным носителем власти. Но чиновники говорят, нет, мы сказали, мы так и будет. У нас есть вертикаль власти, и главное, чтобы я выполнил поручение вышестоящего чиновника. В этом То есть проблема. получается, что вот эти обыски, которые проходят у Погоровых, это не столько попытка как бы его найти, сколько наказать его и всех, кто вот так вот может в будущем себя повести, наказать через родственников. Получается какое-то психологическое давление. На мой взгляд, преследование Погорова – это банальная месть генералов, которые по воле судьбы оказались во власти вместе со своими боевыми товарищами. Сегодня они говорят, мы и есть власть, а не народ. Ты ослушался, мы тебя накажем. Это демонстрация своих возможностей, силы обиженных генералов. Ну, понятно, а при чем тут родственники тогда? Обыски проходят не только у самых близких, там чуть ли не далекие родственники уже обыскиваются. К сожалению, в современной России, вопреки законам, Конституции и разуму, вводят коллективную ответственность. Я говорю, никто не оглядывается на закон. Не нужно искать правового смысла в этих действиях. Эти репрессии не имеют отношения ни к какому праву. Все эти действия направлены на четкое выполнение поставленных задач. Цели есть, а какими средствами они достигнут будут, ни для кого не имеет никакого значения. Из той информации, которую Беков привел по поводу того, что там, как говорится, есть еще и резервы у них какие-то, которые в будущем, скажем так, могут быть привлечены, исходя из той информации, что среди задержанных уже есть те, которые не были на этой площади, я вот прихожу к выводу, что каждый житель нашей республики должен находиться в напряжении, что он может быть следующим, получается. То есть он не имеет никакого отношения, да, и при этом понимая, что кого-то должны задержать. Это что за состояние у людей должно быть тогда, получается? То есть каждый молодой человек, который условно, скажем так, может быть похож на кого-то там на площади, кто был, должен быть в состоянии, приготовленный с котомкой, я не знаю, там, сухариками, еще с чем-то, пойти, как говорится, под следствие. По крайней мере, те лица, которые находились на площади ночью, да, я скажу конкретный вот момент, да, столкновений, эти лица все сегодня должны жить как минимум в напряжении и опасаться за то, что они могут оказаться под стражей и привлечены к уголовной ответственности
именно за применение насилия в отношении представителя власти. Я еще скажу, больше скажу. Привлекают конкретно по оконченному составу. 318-я, да, часть 2. Почему по части 2 задерживают наших ребят, потом квалификация меняется, и они осуждаются по части 1. У нас есть конкретное лицо, которое задержали, и которое частично, да, признает вину. Я не хочу сейчас по этическим соображениям его называть, потому что у него есть свой адвокат, да? Есть лицо, которое задержано, которое частично признает вину, что причинило тяжкий вред, да, полицейскому. Получается, остался еще один фигурант, которого необходимо задержать, который причинил вред средней степени тяжести. Я сейчас не обсуждаю вопрос вины, да, Магомед вот говорил по поводу вины, что они не виноваты, да, но, к сожалению, наша порочная система идет таким путем, что привлекают не того, кто спровоцировал, а привлекают того, кто поддался на эту провокацию и совершил какие-то активные действия. То есть получается... Магомед, я вот то, что ты говоришь, я хорошо понимаю. Тот, кто там присутствовал, там, ну, был около, все понятно. А что делать тем, кто там не присутствовали? Что делать этим людям? Жить надо своей жизнью, я думаю, и не оглядываться. Если он там не присутствовал, как жить в напряжении, если ты там не присутствовал? Конечно же, у нас вся республика уже 2 года живет в напряжении, да, и каждый думает, если вломились с обыском к родственникам дальним Ахмеда Погорова, почему они не могут вломиться ко мне? Ну, если мы обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу, я говорю сейчас как адвокат, могут ли следственные органы произвести обыск у лиц, которые не являются фигурантами уголовного дела? Ответ – да, могут. Но вопрос же не в обысках. Вопрос в самой операции, которую они проводят, нагоняя вот эти огромные Уралы в масках людей. Это же все устрашающие методы. Ну, да, показывают нам. Нас не могут сейчас, наверное, хотя я не удивлюсь, если нас сегодня загонят в скотские вагоны и отправят еще куда-то там, да. Но учитывая, что мы живем в 21 веке и есть различные рычаги и институты, они не могут себе позволить такого рода репрессий. И поэтому делают вот подобные устрашающие акции. Как, по твоему мнению, вообще выгодно правоохранителям затягивание вот этого следствия? То есть они, ну, не закрывают дело, не передают его там в прокуратуру или в суд, и тем самым у них есть основания завтра там или послезавтра, через полгода, ну, фактически как-то третировать своим вот этим вниманием различных общественников, там еще кого-то. То есть, ну, может быть, у них такой мотив, и из-за этого они не закрыли, как бы стараются растянуть вот это все по времени. Ну, я отвечу так. Значит, уголовное дело, возбужденное в отношении неопределенного круга лиц, в определенный период времени может быть приостановлено. И с этого времени срок следствия не течет. Да, но мы наблюдаем по практике, что сроки предварительного следствия по подобного рода делам продлеваются бесконечно. Они могут быть продлены, хотя в УПК определенный срок. Они, если политически мотивированы, скажем так, да, а мы наблюдаем, что они политически мотивированы, мы сейчас говорим о следствии, то да, я считаю это выгодным. Почему? Потому что политически мотивированному уголовному делу выгодно таким образом держать в напряжении все общество. И чтобы он думал, завтра могут прийти за мной. Чтобы активная часть, которая так или иначе присутствовала, да, на этих мероприятиях, в том числе и в ту ночь, которая не совершала никаких активных там противоправных действий, скажем так, да, так или иначе, я не говорю сейчас про преступления, да, противоправными действиями они могут подпадать под административную ответственность, да. Но опять же, все это мы возвращаемся спровоцировано. Поэтому вопрос риторический. Кто виноват? Не, я имею в виду в большей степени вообще людей, которые даже не присутствовали, допустим, там ни на первом митинге, ни на втором, но которые вот живут в республике и из-за вот этой формулировки там неустановленные лица или там еще что-то,
фактически к ним тоже могут приехать завтра, как-то привязав их к этому делу. Учитывая саму формулировку «неустановленное лицо», для обывателя неустановленное лицо – это может быть любое лицо. Соответственно, обыватель думает, не придут ли завтра за мной, как за неустановленным лицом, и установят меня, что я там был, хотя меня там не было. Да? А запросто это можно установить, засекретив любого свидетеля, который скажет, что ты там был. Если мы наблюдаем засекреченных свидетелей, которые говорят совершенно вещи, которые на самом деле не происходили. Да? Давай тогда конкретный пример. Вот буквально информация на Fortanga.org была информация, что буквально недавно задержали Магомед Башира Аздоева. Там родственники объясняют ситуацию так, что это молодой парень, 19, 18, 19 лет, который не присутствовал, но он задержан. Вот я понимаю, что это как бы ты к этому делу... В самом деле есть такая информация. В самом деле есть один очень важный момент. Вы должны понимать, что демонстрация того, что мы можем привлечь любого, был ты там или не был, является одной из главных задач, чтобы все не проявляли, как бы сказать, свою точку зрения, держали при себе. Мол, кто с нами не согласен, может попасть под уголовное дело, которое вот у нас всегда открыто. И неважно, были вы там или не были. Поставленную задачу исполнят так, как прикажут. И никто не будет разбираться, виноват, не виноват. Вот нужно понять, что это одна из целей. Запугать общество. Сказать, что у нас есть уголовное дело, по которому мы можем привлечь хоть кого. И нам это демонстрируют. Они хотят посеять страх, чтобы гражданские активисты, чтобы общественность, чтобы духовенство просто тупо подчинялось человеку, который говорит, что я здесь власть. Не закону, не государственным или национальным интересам, а именно просто говорить, вот он стал у власти сегодня, значит, мы должны быть исполнителями его воли. Ну, я, собственно говоря, это и спрашивал, когда говорил, что, может, они специально растягивают вот эти задержания по времени, как бы, чтобы, ну, дело не передавать там в прокуратуру или в суд и не закрывать его, и иметь возможность завтра приехать к любому общественнику в республике там, вообще, или вообще постороннему человеку, который не был на митинге. Борис, дело возбужденное в отношении неопределенного круга лиц, оно прекращается в связи с невозможностью установления лица, да, либо приостанавливается. Чаще приостанавливается. Почему? Потому что оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, и это им дает, скажем так, широкие возможности. Бесспорно. Поэтому бесконечно и такое дело, которое расследуется, скажем так, не 1 год, и не 2, и не 3, как вот шутят сейчас у нас в соцсетях, шел 2064 год, а задержания по ингушскому делу продолжались, да? Вот как-то вот так. Я вот про это говорю. Неужели люди должны настолько жить в напряжении? И все-таки, возвращаясь к примеру Магомед Башира Аздоева, может быть, ты не в курсе, потому что другой адвокат может вести это дело, потому что там родственники сказали конкретно, что этот человек не присутствовал в этот день на площади. Ну, я подробности дела не знаю, если честно, потому что у него есть свой адвокат, да, и сейчас комментировать это. Я вполне допускаю это. Почему? Пример Магомеда Хамхоева показывает нам, что Магомед Хамхоев не применял насилие в отношении представителя власти. Не применял. Значит, 318... Это зафиксировано, я так понимаю, да? Ну, конечно, конечно, потому что его привлекли за подстрекательство. То есть нашли засекреченного свидетеля, который сказал, да, он подстрекал, он ходил там и подстрекал. Потому что не было доказательств применения насилия, ни один сотрудник на него не показал. Что это означает? Это означает, что надо было в отношении него прекращать уголовного дела и признавать право на реабилитацию. Политически мотивированные следователи и само дело не может себе позволить вот подобного. Но я же говорю,
я все-таки, да, я адвокат. Я не могу не надеяться на справедливый суд. Я не могу не надеяться на справедливого судью, да, к которому попало дело и который рассмотрит. Я как адвокат, когда иду в процесс, всегда надеюсь на то, что судья в соответствии с законом, как это написано в УПК, и со своей совестью и внутренними убеждениями вынесет справедливое решение. Да? Но я себе также задаю вопрос, когда я иду в процесс. Если у этого судьи нет совести, и если его внутренние убеждения уже сложились таким образом, что не просто там перед ним там фигурант виноват, да, представший подсудимый, а априори этот народ виноват уже в том, что вот так себя ведет. Если он уже имеет такие убеждения, отсутствие совести и таких убеждений, мы сами понимаем, что такой человек не может вынести справедливого решения. Поэтому, если речь вести о лидерах протеста и о нашем процессе, да, который сейчас начался, я и не только я, все коллеги надеются на справедливое решение, потому что процесс начался, в принципе, скажем так, ну, коллеги не выявляют каких-то там, да, на первых этапах таких моментов, которые бы могли бы вызвать какое-то недовольство, да, вот этими 2-3 заседаниями. Пока все в рамках закона, скажем так. Предвзятого отношения с судьями демонстрирует, в общем. Да, вот именно, да, не демонстрирует. Возвращаясь к нашим последним событиям, это все-таки аресты, обыски, вот эти вызовы. Как себя людям все-таки вести? Или кто-то, условно говоря, может ожидать, что его, допустим, могут задержать там? Как родственникам себя вести до этих событий, после этих событий? Может, какие-то существуют механизмы, чтобы максимально обезопасить себя? Ну, я считаю так, если есть лица, которые опасаются, что они могут быть задержаны реально, да, ну, мы говорим сейчас о тех, кто, я вот возвращаюсь все-таки к тому, что самые такие основные лица, которые должны опасаться, что их могут задержать, даже если они не совершали никаких активных каких-то действий в ночь на 27 марта, я бы рекомендовал бы на время уехать этим людям вообще из республики, если есть такая возможность, и не сообщать никому, где они находятся до определенного периода, хотя бы до вступления приговора, если такой будет приговор. Мы не знаем, каким он будет, да, в отношении лидеров протеста, но это не значит, что, скажем так, они не будут интересны. Почему? Потому что, как вот Борис задал вопрос, сколько это может продолжаться, да, приостановленное дело. Ну, могут просто потерять интерес к этому делу, как правило, после вступления приговора в законную силу в отношении лидеров протеста. Мне в это хотелось бы верить. Но если все-таки произошло задержание, да, хотелось бы, чтобы родственники как минимум сообщали об этом журналистам, в соцсетях писали, чтобы не усложнять работу адвокатам, группе адвокатов, да, какому-то народному движению, которые все-таки оказывают поддержку, как бы там ни было. Сегодня работа адвокатов, работа помощи лицам, которые заключены под стражу, да, нашим политзаключенным, она существует именно благодаря народной поддержке. Поэтому нужно обращаться, нужно освещать, чтобы своевременно могли предоставить защитника. Но все-таки, коль это случилось, просьба не давать никаких показаний, не подписывать никаких документов до того момента, как не придет адвокат по соглашению и не сообщит, что с ним заключено соглашение с его родственниками. То есть, еще раз момент уточняю, вот нету такой практики, что, допустим, условно молодой человек может взять адвоката и прийти в какой-то орган и сказать: слушайте, вот у вас есть ко мне претензии, вот мой адвокат, вот я здесь нахожусь, вы можете мне, условно говоря, справку дать, что меня завтра не арестуют? Я понял, Ахмед. Если он опасается подобных действий, он может обратиться к защитнику, сказать: вот я был, допустим, ночью, да, там,
присутствовал там. Я не совершал никаких противоправных действий. Мне хотелось бы это сообщить следственным органам. Как мы это можем сделать? В первую очередь он может написать заявление самостоятельно, если он грамотный, образованный, хотя бы хоть чуть-чуть юридически. Если нет, он может пойти к адвокату. Адвокат поможет ему составить это заявление и обратиться в правоохранительные органы, в первую очередь, с заявлением. По его заявлению его потом должны вызвать и опросить. И вот тогда он может пойти с адвокатом и сообщить ему. Либо пойти заявление подавать тоже с адвокатом, если он опасается. Лучше всего, чтобы рядом присутствовал адвокат все-таки. Я так понимаю, что Магомед не разделяет мой оптимизм по этому поводу. Нет, конечно. Мы видим, что никаких оснований не нужно для арестов, поэтому говорить, что я там не причастен или еще что-то, сейчас ни от кого это не зависит. Понятно, что я могу посоветовать людям? Жить своей жизнью, да, и в соответствии с нашими законами, действующими в Российской Федерации, естественно, воспользоваться всеми этими возможностями. Но это не значит о справедливости. То же самое я хочу сказать и про суд. Я не разделяю оптимизм адвокатов, потому что следствие закончилось, все, ладно, на следствие повлиять они уже не могут. Почему не отпустили арестованных? Почему судья, если он придерживается закона, да, не отпускает стариков, людей, которые больные, которые должны были бы старость проводить с внуками, понимая, что эти люди, наоборот, защищали интересы государства, интересы республики. Вместо похвалы и всяческих вознаграждений они получили наказание просто потому, что на них хотят продемонстрировать, да, что кто поперек людей во власти пойдет, тот будет наказан. Мы видим это, поэтому я не разделяю того, что судья прям вот по справедливости и по закону себя ведет. Он должен был отпустить этих людей, раз процесс закончился, хорошо, но изменить меру пресечения, я имею в виду, если говорить юридическим лицом. И они должны были сами приезжать на этот судебный процесс вместе со своими адвокатами, а не сидеть и ждать все это время в тяжелейших условиях, включая и пандемию. Делать какие-то предварительные шаги, приходить, говорить, я не виноват, и нет, но это то же самое, что провоцировать. Просто показывать, что ты будешь следующей жертвой, тоже не стоит. Все, что нас спасет, это соблюдение закона и публичность. Больше ничего вам не поможет. Нету каких-то других методов и говорить, что вот если я получу справку, никто вам не даст эти справки, что вы не виноваты. Я повторяю, сейчас исполняют, выполняют поставленные задачи. Никто не пытается выяснить справедливость, и никто не смотрит направо. Это чисто политическое дело, которое специально показательно демонстрирует, кто в доме хозяин. Поэтому не нужно нарываться. Я не сторонник того, чтобы люди приходили и говорили, что вот я бы хотел себя обезопасить. Никто не обезопасит. Уже в процессе есть люди, которые не были на площади, но благодаря тому, что их родственники активные, да, они наказаны. Им придумали, им нашли уголовное обвинение, и они находятся по сей день в следственных изоляторах. Мы это знаем, да, я не буду называть фамилии, но мы знаем, что у них обвинение никакого отношения не имеет к протестам, но эти люди были задержаны, первоначально их обвиняли в протестах, их даже отпустили, но до дома они так и не доехали. Поэтому мы знаем, что, еще раз подчеркиваю, что это дело не в области права. Мне кажется, Магомед как бы такую черту подвел в своем последнем выступлении, философский смысл заложил, в котором стоит подумать всем, кто посмотрит эту передачу. В том числе, в первую очередь, правоохранителям, именно ингушским, тем, кто работает внутри системы и с чьей помощью ломаются вот эти судьбы в данный момент наших политзаключенных, ну и других фигурантов, даже тех, которых не признал мемориал там, или еще какие-то организации политзаключенных. Я же не надеюсь, скажем так, как бы это сказать, надеюсь, конечно. Я сказал фразу, что я всегда, как адвокат, надеюсь на справедливое решение и надеюсь, что у судьи есть совесть и внутренние убеждения, нормальные внутренние убеждения.
На практике это крайне редко происходит, поэтому их крайне мало людей в мантиях и с совестью. Так вот, я не могу не надеяться на справедливое решение суда. Просто не могу априори, потому что в моей практике, да, они не были политически ангажированными делами, но в моей практике происходили случаи, когда даже вели оперативное сопровождение сотрудники ФСБ, а все мы знаем, когда они ведут сопровождение, судья боится даже отпускать человека, да, и меру пресечения ему изменять. И областные суды не отменяют подобного рода меры пресечения. В моей практике были случаи, когда такие задержанные и арестованные мои подзащитные оказывались на свободе, при том, что эти дела ангажированы определенными структурами. Поэтому я надеюсь и буду надеяться на то, что суд будет справедлив к нам и все-таки вынесет справедливое решение. Исходя вот из последних слов, то, что Магомед говорил, у меня две мысли добавить. Первое, не гарантировано, что у судьи вообще будет совесть, хоть какая-то. А так как в УПК прописано, что судья должен судить, исходя из совести и своих убеждений, ну, как бы, если нету совести, то это уже какой-то судья-калека, от которого чего-то хорошего ждать не приходится. Второе, наши люди столько уже отсидели по времени, ну, так долго продолжается это их заключение, что освободили их сейчас под подписку, не освободили. Да, конечно, неприятно, было бы хорошо, если бы их под домашний арест посадили. Но, с другой стороны, уже так это все долго длится, что я думаю, они и сами думают, мы бы уже и здесь досидели, лишь бы этот суд быстрее как бы шел и к чему-то пришел положительно. Хорошо, тогда вот на этом мы, наверное, все-таки завершим наш эфир. Вот кто все-таки посмотрит наш эфир, хотел бы зрителей попросить, если все-таки возникают какие-то вопросы, они могут под комментариями этих видео написать свои соображения, свои вопросы. На будущее мы это обязательно учтем. Мы дальше планируем вести эти эфиры для того, чтобы максимально прояснить всю картину происходящего вокруг Ингушского дела. Как аресты начинались, почему произошли. Да, многие там думали, что все-таки это митинг был там 27-го. Да, даже простые формулировки уже много вопросов проясняют. Поэтому пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы и дальше будем встречаться с другими адвокатами, с другими правозащитниками. Планируем здесь общаться с родственниками, в том числе арестованных